И в завершение еще один материал к большому юбилею республики, в этот раз из Москвы. О наших земляках, которые похоронены на Новодевичьем кладбище. Это выдающиеся люди, о которых мы непозволительно мало знаем. Они родились в Коми-Глубинке, но гордится ими вся страна. Из Москвы передает Елена Красильникова. Новодевичье кладбище – место, где покоятся известные люди нашей страны. Антон Чехов и Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и Людмила Зыкина, Никита Хрущев и Борис Ельцин. Погост входит в перечень 100 важнейших некрополей ЮНЕСКО. Здесь же похоронены наши земляки. Главный статистик Советского Союза Владимир Старовский, ученый-геолог, академик Анатолий Бетехтин, генерал Дмитрий Дубровский. Активисты нашего землячества в Москве ведут нас к памятнику Дмитрию Дубровскому. Он родился в деревне Граддар Сыктывдинского района. Ушел отсюда батраком, а вернулся генералом. Следуя революционному порыву, поменял фамилию Сивков на более звучную – Дубровский. Тогда многие коми выбирали фамилии политических деятелей и литературных персонажей. Вы, дворянин, гвардии поручик, заодно с этим сбродом. Сядь! Позорить моих крестьян! В 1921-м добровольцем вступил в ряды Красной армии. Затем командные курсы, служба на Дальнем Востоке, в Беларуси. С первых дней Великой Отечественной Дмитрий Дубровский на фронте. Прошел путь от Оки до Эльбы. Участвовал в разработке всех стратегических операций 61-й армии. Мы видим встречу Семена Буденова и Дмитрия Георгиевича Дубровского. Фотография датируется 1945 годом. Часть личных вещей генерала в Национальный музей Коми передала вдова Мария Николаевна. Вот парадный китель, фуражка, шинель. В коллекции представлены кортик, кобура от револьвера, почетные грамоты, фотографии, ордена и медали. На малую родину в Граддар генерал приезжал только один раз, летом 52-го. Вот единственная фотография той встречи с земляками. Он привез родным подарки, брату вот эту шляпу, которой тот потом очень гордился. Ну а детям, конечно, конфеты. Там Мишка на севере, в таких фантиках, конвертиках. Ну, в то время, конечно, для меня это был шедевр. Потому что кроме кускового сахара в кармане грязном, больше сладости не было. В деревне он был всего 2 дня, спешил в Москву, куда взял горсть родной земли. Другой наш земляк, ученый-геолог, академик Анатолий Бетехтин, вырос в селе Ношуль Прилузского района. Его имя увековечено в названиях горы и хребта в Антарктиде и минерала бетехтинит. Он внес много нового в познание платины, хромитов и марганцевых руд. А юность провел в Усть-Сысольске. Анатолий блестяще учился в Усть-Сысольской мужской гимназии. Вот его аттестат «Одни пятерки». Золотая медаль открыла дорогу в столичное учебное заведение. Он окончил Ленинградский горный институт. В 20-е годы, будучи студентом, работал в экспедициях на Урале, изучал месторождение платины. В дар зырянскому народу будущий горный инженер прислал вот эту коробку и сопроводительное письмо. Я, как питомец города Усть-Сысольска, решил собрать эту ценную коллекцию, систематизировать ее и принести в дар. Анатолий Бетехтин был не только ученым, но и педагогом, автором первых учебников по минералогии. Один из них совсем недавно краевед и уроженец Ношуля Александр Можигов передал в сельский музей. В Коми-Глубинке родился и главный статистик СССР Владимир Старовский. Жители Помоздина считают его своим. Сын сельских учителей сделал головокружительную карьеру. В 14 лет поступил в статистическое бюро Усть-Сысольска, а в 35 уже возглавил Центральное статуправление страны. На эту должность его рекомендовал Сталин. Жить стало лучше, жить стало веселее. В годы Великой Отечественной Старовский ввел новую методику моментальных переписей от 7 до 15 дней, которые давали оперативную картину по оборудованию, сырью, помещениям. После войны он правильно посчитал людские потери. В некоторых современных публикациях указано, что Старовский назвал цифру более 20 миллионов человек, но эти сведения засекретили. В 1951-м его отстранили от должности. В музее Комистата нам рассказали, что ученик Старовского, экономист Лука Ярошенко, разнес в пух и прах учебник по политэкономии. Автором предисловия был Сталин. Когда он уходил, тогда Сталин спросил у Молотова, а кто он вообще по национальности? Молотов ему ответил, он коми.
На что Сталин ответил, что нет такой коми-фамилии Старовский, что это польский еврей. А это уже было, конечно, очень серьезно. 3 месяца он ждал, кому же передать дела. Потом позвонил Сталину и получил ответ. Раз нет постановления, продолжайте работать. И он продолжил. Начальник Центрального статистического управления товарищ Старовский сообщил нам следующее. Эта перепись имеет большое народно-хозяйственное значение. Сейчас на фасаде Комистата можно увидеть мемориальную доску Владимиру Старовскому. Его имя носит одна из улиц Сыктывкара. Мы рассказали только 3 истории об известных уроженцах Коми. На самом деле их десятки и сотни. Как и многие наши земляки, мы стремимся сохранить историческую память о людях, преданных своему делу и малой родине.